воспоминаний. Вот. Я попал на Дни татарской молодежи, был, вернее, на Днях татарской молодежи в 2006-2007 годах. Да, Я не помню. Руслан Умеров. естественно, первое впечатление это была поездка в Казань сразу. Вот. Я ни разу не был в Казани. И вот садишься в трамвай и все на татарском языке, на родном разговаривают. Просто это впечатление сразу так как попал. Вот. Конечно, очень много эмоций, впечатлений, что как бы попал в родную среду. Вот. 2006 год, наверное, Крутышка как раз лагерь, по-моему, был, да? Попали мы, Или это Да, Крутышка. На Казани поехали, да? Угу. Взяли компьютер, аппаратуру, все погрузили в Казань. Да. Полная газель аппаратуры, да. А, все это проводился. Бравоматушные все эти вот. Нет, вот Крутушка, детский лагерь обычный. Викторина. Ну, Скагорский район. Не yazmıyorum. Yok. Мне машина там. много экскурсий, конечно, в Карлай, в самой Казани, конечно, экскурсии провели, очень много впечатлений, очень много игр подвижных, таких прям командных даже. Вот. Чем Карлай, Руслан там сделал много фотографий. До этого он на Новом году играл роль Шураля. У него длинные волосы тогда были. И когда он попал в Курлай, он попал в свою родную среду. Да, тогда уже как бы эпоха цифровых технологий, так скажем, началась. До этого тысячи фотографий, которые сейчас хранятся. Иногда пересматриваешь все это, вспоминаешь, очень приятно. Вот. По-моему, второе место занял в армрестлинге я. Да. Ну, естественно, не победил человека сельского, который намного сильнее не был. Да. Вот. Вот это запомнилось. Так. Катери калдырма. Да. 2007 год был на теплоходе, насколько я помню, да. Но теплоход, он чем плох, мне показалось, что немного замкнутое пространство такое, не развернешься такого. И еще совместили с этим, с Днями мусульманской молодежи. Вот, и как-то немножко конфликтовали. Вот. С радикальными исламистами. Да. Вот. Естественно, бессонные ночи, подготовка к тренингу смешанных браков, это вот тоже все впечатление. Очень такое. В этом году мы вас здесь в Самаре встречали, да? Да. То есть мы поехали сначала в Казань, из Казани приплыли на теплоходе в Самару. Ну, несколько городов, так скажем, уехали. Запомнилось то, что приезжаем в какой-то город, нас встречают с чак-чаком. Вот. Все, естественно, каждый из делегаций пробует, там остается еще больше половины, и естественно, самарская делегация все это себе забирает. Вот, и потом, да, бессонная ночь, чай там с чак-чаком, да. Вот. Еще запомнился случай, когда на теплоходе сели за стол, вот, и вместо чая всем подавали сок. Вот это было. Мы пили сок, в общем. И Рамиль у нас этот ухвачен, тогда он был этим, Фархат не смог поехать, он у нас был за главного, так скажем. Вот. И пошел к поварам, сказал, ну что, мы же все татары, почему бы нам это, чай не поставить на стол. И вот только самарская делегация принесли чай. Такие смешные моменты, курьезные. Да. Тоже запомнился как бы обед, очень много народу было, и обед разделяли как бы на две партии, что ли, получалось. Там одни ждут, пока вторые покушают, то есть столовая была маленькая, вот, на теплоходе. Вот. И они как бы, вторая смена устроила флешмоб, что ли, какой-то там, написала на бумажках без аш, и в окошко такой демонстрировал вас, типа, ешьте быстрее, правда? Тоже курьезный случай такой. Голод не пьет, на улице.
принципе, да?